Спасать человеческие жизни, не жалея себя и свое здоровье. Именно с медициной решила связать свое будущее Мадина Икажева. 2 экзамена позади. Сейчас девушка уверена в себе на 90%. Остальное оставила на удачный Ким. Есть одна тема. Я, конечно, весь материал прошла, но мне бы не хотелось, чтобы тема обмена веществ попалась мне, потому что она плохо запоминается мне. Сегодня ЕГЭ по всей стране сдают по 2 предметам – биология и иностранные языки, письменная часть. В первой барсукинской школе предпочтение отдали естественной науке. В отличие от экзамена по иностранным языкам, проходить он будет в один день. В тестировании принимают участие более 100 учащихся, в том числе и выпускники прошлых лет. В аудиториях по 2 организатора, дежурные же работают на этажах. У каждого свои обязанности, но все за честность проведения экзамена. Дети у нас хорошие. Но замечания, вы сами знаете, это самая страшная болезнь, скорее всего, телефоны. А вот по сравнению с предыдущими годами эти замечания уменьшились? Нет, я не скажу, что они уменьшились или увеличились. Мне кажется, то же самое повторяется, как и в прошлом году старались занести телефон и шпаргалку, и в этом году то же самое. 2 части, 3 типа по сложности и 28 заданий. На выполнение экзаменационной работы по биологии отводится 210 минут. За это время будущие абитуриенты должны показать свои знания в полной мере. К слову, Джанета Цучоева готовилась к экзаменам, не жалея сил и времени, а в период пандемии настроилась серьезнее. До пандемии было легко готовиться, потому что нас готовили немного в школе, а также мы могли ходить к репетиторам, но из-за пандемии нам пришлось остаться дома, и поэтому было немного сложно, но мы нашли выход, дистанционное образование, и таким образом мы занимались репетитором дистанционно, и сама я готовилась. Все как на ладони, за каждой партой по одному человеку. Рассаживают ребят в шахматном порядке, чтобы каждого из них отчетливо видела камера наблюдения. Делается это все ради прозрачности экзаменационного процесса. Если внимательно посмотрите, то вот здесь вот есть такое нарушение, да, название. То есть приходят метки с федерального портала, то есть из Москвы. Если там были обнаружены какие-то нарушения в порядке проведения, естественно, мы эти нарушения должны проверить вместе с членом ГЭК. То есть члены ГЭК, они проверяют, действительно ли произошло это нарушение. И если это подтверждается, естественно, участник удаляется с экзамена. К слову, насчет трудных тем после экзамена по химии на просторах интернета появилось множество комментариев с общим вопросом, почему задания реального КИМа отличались от демо-версии. Дочь закончила химбио-класс, все пробники на 90+. Сейчас молимся на 40. Это нормально? Да что же за издевательство над детьми? Весь класс рыдал прямо на экзамене. Требую пересмотра результатов и справедливости для наших детей. Школьниками и учителями была подписана и создана не одна петиция с призывом отмены результатов этого экзамена. В Рособорнадзоре заявили, что изменений как таковых не было, и обсуждать претензии к заданиям ЕГЭ можно лишь после того, как будут известны результаты тестирования. Однако уже сейчас многие школьники расстроены по поводу своих ожидаемых баллов. Прошедший экзамен прошел у меня не так хорошо, как я ожидал. Ее сильно изменили. Она сильно отличалась от демо-версии, которую скинули в этом году. И у меня не такие баллы, которые я хотел бы увидеть. То есть баллы уже известны? Ну нет, я представляю, какие у меня баллы будут. Поддержать будущих абитуриентов пришли и родители. Жара на улице не помеха, когда у детей испытания, от которого зависит его профессиональное будущее. Готовились, конечно, в течение 2 лет. Старались, но в течение этой пандемии очень было сложно ходить к репетиторам, поэтому мы столкнулись с этими сложностями. Но все-таки я думаю, что многие хорошо подготовились, а в данный момент мы все пришли болеть за них. Сейчас будущим абитуриентам остается ждать прояснения всей этой ситуации, ну а результаты по многим другим предметам уже известны. Ознакомиться с ними можно в личном кабинете на официальном информационном портале ЕГЭ. И если сегодня они волнуются по поводу экзамена, то совсем скоро придется беспокоиться о том, куда поступать. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.